И дабы оправдать дальнейший сбор денег, супруги Тутакановы даже инсценировали перелет в Турцию, якобы на операцию. Но в действительности операция так и не была сделана. Более того, для убедительности супругами в Инстаграм опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно. Узнав о начале досудебного расследования с целью сокрытия от возможной конфискации, они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки. С санкций суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. К сожалению, это далеко не единственный случай, когда недобросовестные граждане, прикрываясь болезнью детей, пытаются собрать деньги на личные нужды. Это не первый случай. Мы когда начали работать, и наш проект «Подарить детям жизнь» только зарождался, мы встречали немало людей, которые приходили к нам в фонд, говорили: вот у нас больной ребенок, пожалуйста, пожалуйста, дайте денег. Если есть больной ребенок, ему есть все доказательства. Это документы медицинские, подтверждающие диагноз, и мы просили подтверждения каждый раз, что этот диагноз есть, что это настоящий ребенок, и вот его документы, начиная со свидетельства о рождении, выписок медицинских с диагнозом, и если этот диагноз не лечится, то тогда на это есть заключение. Либо это можно выяснить, оперируется этот диагноз в Казахстане, лечится или нет. Если этот диагноз не лечится, тогда мы отправляем ребенка на лечение за границу. Но это все имеет под собой четкую документальную основу, подтвержденную вот всеми возможными документами. Как только люди понимают, что нам нужны документы, они исчезают. В настоящее время уголовное дело в отношении супругов Тутакановых рассматривается в Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны. Им предъявлено обвинение по статье 190, часть 4, пункт 2 «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 218, часть 2, пункт 1 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мы же спросили у юриста, какое наказание может грозить за эти правонарушения. Ну, здесь по части 4 Уголовного кодекса предусматривается 10 лет максимальный срок, от 5 до 10 лет. Ну, как в деле Перизат Хайрата, здесь особо крупный размер, поэтому, думаем, по практике будут судить по строгий максимальному сроку 10 лет.